что связывает исламский мир – халяль. Еще недавно многим это представлялось исключительно едой. Сегодня представители более чем 50 стран мира здесь, чтобы показать, насколько все шире. Халяль – это не только питание, это лайфстайл, это образ жизни. Поэтому здесь это и входит и косметика, пусть это будет зубная паста, это может быть и одежда. Вы можете посмотреть все, я не знаю, различные услуги. В некоторых странах мы даже знаем, что есть такси халяль. Так начинается трехдневная выставка «Халяль-Экспо». На полях духовенство, бизнес и правительство мусульманских стран. По планам международные контракты и соглашения. Ряд соглашений будет подписано и иранской стороной, и Дубайским инвестиционным фондом. У нас вот два соглашения планируем. Сейчас у Арабских Эмиратов есть 3 инициативы по сотрудничеству с Татарстаном. Это халяль-туризм, халяль-еда и исламские финансы. Вот яркий пример того, каким его будущее видят архитекторы. Огромная халяль-резиденция, где мало того, что подают только разрешенные, но еще и в таких вот роскошных условиях. В мире существуют отдельно гостиницы халяль или жилые комплексы, но чтобы они были единым целым, такого еще нет. А вот эта компания из Турции предлагает другую халяль-услугу – упрощенные возможности отправиться в хадж. Мы можем помочь сделать малое паломничество умру более простым и доступным для казанцев-мусульман. Есть различные пакеты от бизнеса до эконом-класса. С другой стороны, должны понимать, отступать некуда. Халяль-индустрия практически безгранична. Ей может успешно заниматься и наша страна. Это сегодня отметили, обсуждая сотрудничество с членами ОИС. В планах создания первых халяльных надстандартов. Их будет более 15. Основная задача, чтобы рынок халяль-индустрии был должным образом регулирован на территории Российской Федерации, но также приобрел возможности экспортных поставок. И мы планируем, что до конца этого года первый национальный стандарт ГОСТЕР в области халяль-пищевой продукции появится в Российской Федерации. Разработкой надстандартов займется комитет при Российском исламском университете. Это представители 20 регионов. Первыми урегулируют производство лекарств и халяль-услуги. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.